Да, итак, это известный хадис Джибриля. Автор говорит, что это довод из сунны. Довод из сунны на все три, как мы сказали, уровня религии. Хадис этот передал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, праведный халиф. И Умар сказал, что однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перед нами появился человек. Человек в необычайно белых одеждах, с необычайно черными волосами. Человек, на котором не было никаких следов путешествия. В то же время никто из присутствующих его не знал. В то время, если человек приезжал откуда-то издалека, то есть совершал путь, он не мог быть в белой одежде, в ослепительно белой одежде, потому что одежда непременно бы что запылилась, испачкалась. То есть на нем нет следов путника. В то же время, если это не путник, то почему никто из присутствующих его не знает? Это вызвало удивление у сподвижников. Умар говорит, никто из нас его не знал. Что он сделал? Подошел, сел напротив посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приставил свои колени к его коленям, положил руки на бедра. Некоторые ученые говорят, положил руки к себе на бедра. То есть тем самым приняв такую позу ученика, как сидит ученик перед учителем. Другие говорят, что положил он руки на бедра пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Мухаммад, ахбирни ан ислам». «О Мухаммад, сообщи мне об исламе». Что такое ислам? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ислам – это шахада, свидетельствует, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Это выстаивание намаза, это выплата заката, это пост месяц Рамадан, это совершение хаджа к дому, то есть аль-Масджид аль-Харам, для тех, кто в состоянии это сделать. Человек сказал: садакт. Ты сказал правильно. И Умар говорит, мы были удивлены этому. Потому что он сам спрашивает и сам же подтверждает достоверность ответа. Чем объясняется это удивление? Почему они удивились? Потому что если человек спрашивает о чем-то, спрашивающий, как правило, не знает ответ. Правило обычно так. А этот человек, поскольку он подтверждал правильность ответов пророка, алейхиссалату вассалям, это указывало на то, что значит он знал ответ. А если знал ответ, зачем тогда задают вопросы? Почему спрашивает? На самом деле, задавал вопросы для чего Джибриль? Не потому, что не знал ответ, а для того, чтобы сподвижники слышали ответы пророка, алейхиссалату вассалям, и тем самым обрели знания об этих важных вещах, которые содержались в ответах пророка, алейхиссалату вассалям. Вообще, ученики, они отличаются друг от друга по вопросам, которые они задают. Некоторые стараются спрашивать о важных вещах. О таких вещах, знание которых принесет пользу всем. А другие задают такие вопросы, из-за которых срывается урок вообще, пропадает урок. Или такие вопросы, из-за которых открывается дверь зла для людей. Он сказал после этого: расскажи мне об имане. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ты должен верить в Аллаха, должен верить в ангелов, в его писания, в его посланников, в последний день и в предопределенность хорошего и плохого. Кадар. В некоторых версиях сказано, что после этого опять сказал Джибриль: садакт, ты сказал правильно. Затем он сказал: расскажи мне об ихсане. Что такое ихсан? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Мы говорили с вами, это поклонение какое? Поклонение мушахада, то есть поклонение любви, стремления, томления по Аллаху субхану ва тааля, так как будто видит человек Аллах субхану ва тааля. Но если не достиг ты такой степени, если ты и не видишь его, но помни, что Аллах видит тебя. Аллах видит тебя, то есть хотя бы у тебя должно быть поклонение, какое? Айбада, муракаба, то есть помнить все время о контроле Аллаха субхану ва тааля, о наблюдении Аллаха субхану ва тааля над тобой. Затем этот человек сказал: сообщи мне о часе, о судном часе. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: маль мас'улу би а'ляма мина са'иль.
спрашиваемый знает не больше спрашивающего. То есть Джибриль попросил пророка, алейхиссалату вассалям, этот человек, которым был на самом деле Джибриль, который принял облик человека. Ангелы, мы говорили с вами, могут принимать облик человека, облик людей. Джибриль попросил Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сообщить о времени судного часа, когда наступит судный час. И пророк, алейхиссалату вассалям, ответил, что так же, как Джибриль не знает этого, он, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже этого не знает. Ему это также неведомо. Посмотрите, лучшие из творений, посланник из числа ангелов, Джибриль, самый могущественный из ангелов. И самый лучший из посланников, из пророков, из числа людей, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они не знали этого, когда судный час. Если они не знали, другие не знают об этом тем более. Поэтому каждый, кто утверждает, что он знает, когда час наступит, то есть судный день, когда наступит, когда будет конец света, называет какие-то даты, какое-то время. Или каждый, кто верит вот таким людям, которые утверждают, что знают, когда наступит судный час, они являются неверующими, они являются лжецами. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ясалука ан-насу ани-ссаа, куль иннама илму индаллах, ва ма юдрика ла'алля ас-са'ата такуну кариба». «Ясалука ан-насу ани-ссаа», спрашивают тебя люди о часе. Скажи, знание о нем только у Аллаха. «Иннама илмуха индаллах», знание о нем только у Аллаха. «Яс'алунака ани-сса'ати айяна мурсаха, фима анта мин зикраха». В другой суре говорит Аллах Субхану ва Тааля. Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Откуда тебе знать об этом? Аллах Субхану ва Тааля говорит: откуда тебе знать об этом? Таким образом, пророк, алейхиссалату вассалям, отвечая на вопрос Джибриля, объяснил всем, что это знание сокровенное, причем самое сокровенное из сокровенного, которое известно только Аллаху Субхану ва Тааля. Люди поняли, что никто не может знать об этом, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда Джибриль, алейхиссалям, задал другой вопрос. Что могут знать люди? Люди могут знать признаки приближения этого судного часа. Признаки, которые напоминают им о скором судном дне, которые заставляют их готовиться к этому дню и бояться этого дня. И он сказал: тогда расскажи мне о его предзнаменованиях, амаратуха, то есть предзнаменования, признаки судного часа. Признаки судного часа, вы знаете, делятся на большие и малые признаки. Большие признаки, что это за признаки? Это те признаки, которые будут непосредственно перед наступлением судного часа, и они будут следовать друг за другом, быстро друг за другом. Поэтому они называются большие признаки судного часа, они упомянуты в одном хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, их 10. Другие признаки, малые признаки, эти признаки начались с прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вообще сам приход Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это уже признак судного часа. Хорошо, приближение его, потому что он последний из пророков. Когда Джибриль попросил разъяснить, каковы признаки судного часа, предзнаменование его, пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: рабыня родит свою госпожу. Анталидаль амату раббатаха. Это первое. Второе. Ты увидишь хуфат, то есть босых, урат, нагих, аля, бедных, пастухов овец, как они соревнуются друг с другом в строительстве зданий высоких. Так, первый признак, который назвал пророк, алейхиссалату вассалям. Рабыня родит свою госпожу. Что это значит? Рабыня родит свою госпожу. Есть несколько толкований этих слов. Что это значит? Рабыня родит свою госпожу. Мы назовем некоторые из наиболее весомых толкований. Первое толкование, то есть распространится непочтение к родителям. Хорошо? А раба рождает ту, которая становится госпожой.
или господином. Непочтение к родителям. Это появится и распространится среди людей. Другое толкование, что будет много рабов, много рабынь, рабов появится, увеличится их количество. Это второе толкование. Третье толкование. У царя родится ребенок. Ребенок родится от невольницы. От невольницы родится ребенок. В некоторых версиях сказано «раббатага», да, то есть свою госпожу, в других версиях хадиса сказано «своего господина». Хорошо? Итак, царь, у него родится ребенок. От кого? От рабыни, от невольницы. Этот ребенок, этот сын, после смерти отца станет кем? Станет царем. Став царем, он тем самым станет господином, властелином над людьми, над всеми людьми, в том числе над своей матерью. Другое толкование, что распространится такой грех, как прелюбодеяние. Распространится такой грех, как прелюбодеяние. Поэтому в некоторых версиях сказано, что рабыня родит своего мужа. Ну, то есть люди будут небрежны в этих вопросах, и если будет у человека рабыня, она родит ребенка, это уже становится умуль-валят, ее продавать не может человек, разлучать с сыном. Но они не будут считаться с этими вещами, будут относиться к этому легковесно люди, они будут продавать. А потом так получится, что эта рабыня через какое-то время купит ее собственный сын, который не знает, что это его мать, хорошо, и будет иметь с ней отношения. Так, это указание на распространение чего? Такого греха, как прелюбодеяние. И еще одно толкование, такое общее толкование, что произойдут какие-то коренные изменения в состоянии людей. Коренные изменения в состоянии людей. Вот это вот последнее толкование, оно применимо и ко второму признаку, о котором сказал пророк алейхиссалату вассалам. Коренные, резкие изменения в состоянии людей. Что во втором признаке сказано? Что сильно бедные люди, обездоленные, вдруг неожиданно становятся невероятно богатыми, так что начинают соревноваться друг с другом в возведении высоких зданий. После этого, говорит Умар ибн Хаттаб, передатчик хадиса, он ушел. То есть этот человек ушел. И прошло достаточно много времени. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, спросил его, Умара, и сказал: Умар, знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий? Умар говорит: я ответил: Аллаху ва расулю а'лям. Аллаху и его посланнику это ведомо лучше. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: это был Джибриль, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии. Так, пророк спрашивает Умара. Прошло достаточно много времени. Он спросил Умара: ты знаешь, кто этот спрашивающий? Для чего пророк спрашивает Умара: знаешь ли ты, кто был спрашивающий? Пророк и так знает, что Умару неведомо, кто был этот человек, который приходил. Умар не знает, кто это был. А для чего тогда пророк спрашивает его, а сразу не говорит ему, что это был Джибриль? Для того, чтобы вызвать у Умара желание сильное узнать ответ. Это очень важно, посмотрите, сунна, в ней все благо. Сунна учит нас во всех аспектах вообще нашего бытия, в том числе в вопросе, как преподавать, как учить людей, как доносить до них, как призывать их. Пророк знал, что Умару неведом ответ. Сразу не сказал, а спросил его, знает ли он, чтобы вызвать у него желание, интерес, внимание. Вот это один из методов, которые должны учитывать те, которые учат людей. Метод пророка, алейхиссалату вассалам. Что ответил Умар? Аллаху ва расулю а'лям. Аллаху и посланнику это ведомо лучше. Так при жизни пророка отвечали сподвижники. Если что-то не знали, говорили: Аллаху ва расулю а'лям. Аллах и его посланник знает лучше. После смерти пророка, алейхиссалату вассалам, и сейчас мы говорим как? Говорим: Аллаху а'лям. Аллаху ведомо лучше. Хорошо? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, уже умер. Некоторые уляма здесь отмечают такой тонкий момент. Говорят, если речь идет о шариатском вопросе, тогда можно сказать: Аллаху ва расулю а'лям. Аллаху и посланнику ведомо лучше. Если же речь идет о чем-то, что происходит, хорошо или происходило, в каких-то бытийных вопросах и так далее, что происходит в мироздании, то здесь только говорим Аллаху а'лям, потому что гайб знает только Аллах субхану ва тааля. Понятно, да?
И пророк, алейхиссалату сказал, это был Джибриль, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии. Потому что этот хадис, он что заключает в себе, как мы говорили, разъяснение всей религии, охватывает всю религию со всеми ее уровнями. Джибриль приходил, чтобы научить вас вашей религии. Почему научить? Потому что задавал такие вопросы, которые были полезны для всех, ответы на которые были полезны для всех, чтобы научились сподвижники этим важным вещам.